Доброе утро, ребятки. С утра пораньше припылил в деревню, в общем, к маме. Многие знают, в общем, где я живу. 12 километров это разница. Мое село, у мамы деревня. Ну, здесь я родился, друзья, это мой поселок, детство. Здесь я учился. А и здесь вся моя движуха по рыбалке. Здесь стоит гараж, здесь шмурдяк, вещи и так далее. Сегодня такое лайтовое видео, друзья, небольшой вложок такой сделаем. Была поломка после последней рыбалки. Нагрузил модуль очень сильно. 3 пачки брикетов, бензин. Короче, очень тяжелый вес был. И, в общем, переезжали там овраг один. И уже хорошо домой сюда, когда заезжали, хлопнул модуль. И сварку оторвало. Небольшую там сварочку. Пришлось разобрать. Ну, естественно, это Илюха у меня, автомеханик, повез запчасти визингу. Сварили, покрасили. Вот, привез, хочу собрать. В общем, соберем мотособаку. Прокатимся недалеко на речку. Может, порыбачим. Потому что это у нас, ребята, уже все. Края. Погода жарит. Распакуем небольшую посылку. Короче, вот что-то такое, ребят. Небольшие новости, как говорится, с моей стороны. Ну, вам приятного просмотра. Наливайте чаечек. Как, ребята, вы думаете, что с утра Алена Сергеевна приготовила на обед? Та-дам! Жареная рыбешка. Конечно же, ребята. После рыбалочки привезли рыбку. Рыбу кушаем, питаемся. Соответственно, вот, пожалуйста. Свежая рыба, жареная. Очень вкусная. Погода, ребят, замечательная. Хоть и 9 утра, а жарень такая стоит. Ну, потихоньку у нас дровишки оттаяли. Переносим дровинчок. Блин, весна, ребята, наконец-то. Ждали ее. Очень долгая у нас зима. Все же она наступила. В общем, ребят, что произошло? Вот на модуле вот такая штука стоит. Сюда остается сидушка. Здесь руль на валу. И здесь была сварка, в общем, вот она у меня и отвалилась. Ну, в данный момент наварили уголки, вот такие, все проварили, покрасил. Ну, я брал три детали, которые вместе соединены. И, в общем, все вместе покрасил. Брал эмаль и брал грунт. В общем, чтобы не ржавело. Ну, сейчас у ребят, конечно, этого нету. Это из первых моделей, ребята, когда вот только-только пошли. Вот эти узлы были просто на сварке. Сейчас, конечно, уже у всех все по-другому. Соответственно, как бы будущие владельцы тафаларцев, не переживайте. Там уже сделано все по уму, ребят. Короче, вот эта штука, она у меня подвела. Все, собираем.
Так, друзья, ну что, все, собрал. Ну, в принципе, там ничего сложного. Уже все это знакомо до боли. Третья мотособака. Ну все, красота. Я думаю, проблем сейчас не будет. Все усилили, все подзаварили как надо. Все, огонь. Все. Конец сезона, ребят. Конец сезона. Ну, что могу сказать вообще? В целом, аппарат, техника хорошая. Вообще без нареканий. Ну, что вот у меня ломалось? Вал, который же был сразу спустя 7 продаж 600-ки, он был уже сразу выведен, этот вал, что он не пойдет. Женя мне его отправил сразу же. Я на том валу ходил тот сезон. И нет бы поменять его летом спокойненько. Нет, я все в бой. И вот в начале сезона он меня подвел. Ну, поменяли. Сейчас проблем никаких нету. Что-то, каких-то еще поломок, я не знаю. Двигатель, масло меня регулярно протягиваю, смотрю. Ребят, чтобы вы знали и, наверное, понимали, сколько я хожу на технике. Ни один здесь рыбак-охотник столько не ходит, сколько я. Я и в магазин езжу на нем, и по дорогам куда-то, по делам. И в целом у меня рыбалки тоже бывают. Наматываю большое количество километров. Бывает с рыбалкой вот так, если посчитать. Плюс-минус в одну сторону 15, обратно 15. И там на проверках, ну, за рыбалку, ребят, бывает полтинник наматываю. Как бы понятно, это немного, но все-таки это не снегоход. И я с вещами хожу, груженный. Короче, ребят, кто задумывается что-то приобретать, то смело берите. Я прям даю свою гарантию, так как проверено мной лично, большим опытом, все четко. Так что берите, не пожалеете. Вода, ребята, везде. Обстановка, ребята, канавы уже полные, идут ручьи, все озерки повскрывались. Ну вот приехал сюда, вот получается от моего дома, ну метров 300, вот река. Сейчас хочу на речку съездить, посмотреть. Но сегодня, скорее всего, поедем на реку, порыбачим, вот именно здесь возле дома. Поставим комбайн и так позагораем, хотя куда еще. Неделю, ребята, не был у себя здесь в краях, была поездка на Таежное озеро за налимами, кто смотрел. И вот смотрю, поля, ребята, вообще почти уже скрылись. Чтобы вы понимали, здесь все будет затоплено. Вот здесь полностью. Полностью здесь будет вода. Какое будет наводнение в этом году, непонятно, но скорее всего водичка будет. Снега, конечно, в этом году не очень много. Ну,
Были года, ребят, что вот до того леса все было затоплено, и прям к огородам уже вода подходила. Вот где я уезжаю, там уже рядом была вода. И в канавах ставили экраны с пацанами, ловили ельцов. В детстве было дело такое. Блин. Сезон-то, ребят, закончился. На самом деле. Он уже все. Снегоходный сезон точно уже надо закрывать. Потому что уже вот местами просто едешь по траве. Уже никуда не уехать. Это вот тут оставшаяся буранка. Но сегодня, завтра, ребята, и здесь ее не будет уже. Соответственно, здесь уже все скроется. Сегодня хорошая погода, жарко. Прям жарко. Давайте съездим на речку, посмотрим обстановку. Если все располагает, то пообедаю. Покажу сначала, ребят, что я приобрел для гаража. Многие просто спрашивали, что, Андрюха, с гаражом. Что да как. Ну, зимой, естественно, ребят, стройки никакой нету. А вот сейчас, весной, когда будет межсезонье, когда будет наводнение, рыбалки особо не будет, надо будет заняться гаражом, доделать. Все, в принципе, уже готово, что я и планировал. Ладно, погнали на реку. Чехол надо было, конечно. Чехол надо было уже снять, конечно. Жарковато двигателю. Но мы здесь недалеко. Промоины, ребят, смотрите. Там краями, смотрю. Ну вот туда, наверное, скорее всего, сгоняем. Тут залетим, ничего страшного. Вот туда, наверное, сгоняем. Там попробуем. Будет видно. Денек проведем на реке. В последний раз, скорее всего, ребята. Уже таких по месту выездов не намечается у меня, но мы планируем еще одну экспедицию на север. Там еще морозы, там еще лед. Водичка, ребятки, уже прет. Уже вода. Вода возле дома уже. Прибыл, ребята, в гараж. В общем, много вопросов задавали. Что, Андрюха, с гаражом? Как, что ты там хотел, там печку ставить? Все, ребята, по плану. Все, конечно, в будущем. Так мы его немного утепляли, но у нас не доделан, получается. Вот эта вещь. Здесь будем зашивать доской, что с этой, что с той стороны. Та сторона не отделаны углы. Вот так это. Мелочи жизни. Потом я решил, ребята, что не весь будет гараж отапливаемый, а получается сделаю здесь крышу, типа потолка. Вот именно в этой части или в этой части. И половина будет просто шториться. И будет отапливаться только вот 4 на 3
как типа как комнатка. Ну, тут, ребят, еще надо все распределить. Проводку, фонари, розетки, где что как будет и так далее. Ну, такая небольшая мечта у меня, ребят, была. Ну, каждый мужик, наверное, желает иметь гараж свой. Как бы. Ну и пора, ребят, заводить уже вот эту технику. Пора заводить. Дороги вскрылись. Теперь передвигаться буду вот на этом Тафаларе. Ну, здесь, конечно, бардак. Тут еще много запчастей, вещей, снастей. Это с магазина. Короче, как-то оно так. Так, друзья, небольшая распаковочка. Приобрел печку. Печку, ребят, для гаража. Буржуечка, мини. Давайте распакуем. Немножко подробно покажу. Может, кто заинтересован сейчас в данный момент. Так что вот такие две коробочки, друзья. Ну, тут сама печь, я так понимаю. И здесь еще кое-что, какие-то ништячки. Так, печь-буржуйка. У меня мини. То бишь, есть стандарт, есть мини. Я взял небольшую, так как объяснил, что отапливать буду не весь гараж. В общем, давайте посмотрим. Буржуйку производят в городе Киров. Грубо говоря, соседи. Компания называется Градус Хаус. Так, что тут у нас? Куча, ребята, пупурышек, которые любит дочь. Так, кочерга. Присутствует кочерга. Я, наверное, друзья, сейчас сначала все распакую, ну, а потом уже подробно включусь. Так, друзья, ну что, распаковал, блин, запаковано, конечно, молодцы, блин, каждая деталь отдельно запакована, блин, вообще четко. Ну, в принципе, все, давайте небольшой обзор, что мы имеем в целом. В общем, друзья, непосредственно сама печка, еще раз повторяюсь, печь мини, есть стандарт, естественно, намного больше, 4 ножки, закрывашка, так как здесь можно будет уже готовить. Отлично. Зольник. Кочерга, сушилка. Можно будет что-то сушить. Подвешивать даже. И, друзья, дополнительная дверца с каминным стеклом. Можно смотреть на огонь. Ну, в общем, она меняется очень быстро. Раз. И уже у нас стоит каминная дверь. Так, друзья, немножко о печке. Вот такой затвор сделан. Удобный. Раз, все закрыто. По всему периметру, друзья, такие конвектора наварены. Ну, это дополнительное тепло. По всей стороне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И 20, ребята, он запаянный. Ну, это не просто так. Вот видите, здесь в самой печке, в самой печи, в нем есть отверстие. Маленькое отверстие. Сейчас я включу фонарик и покажу вам. Это дополнительная тяга, дополнительный приток кислорода. Выход под трубу, десятка. Соответственно, и здесь на варочной панели тоже десяточка. Длина печи, высота 35 и сама печка 37. Небольшая. Вес печи данной, друзья, 19,5 килограмм. Вся печка, ребят, сделана из четверочки. Ну вот панель варочная уже, смотрю, 8.
дополнительный лист ребята добавили, молодцы. Такой зольник. В общем, все очень круто. Сейчас покажу, ребята, вот это отверстие и еще кое-что ребята сделали. Не знаю, ребят, будет видно, нет. Вот смотрите, вот там видите, это отверстие, это вот дополнительный приток кислорода. И вот смотрите, стоит вот такой рассекатель. Чтоб не прямоток был, знаете, бывает из трубы огонь прям вылетает, а вот именно чтобы он рассекался и по стенкам печки огонь проходил и давал более жару. Ну и как бы более-менее эконом. Вот как-то так, ребята. Смотрите, сделан интересный такой момент. Никогда такого не видел. Надеюсь, будет работать. Так, сейчас попробую поставить ножки. Ну, ножки ставятся совершенно просто. Вот так вот. Опа. Так, стоять, стоять, стоять. Стоять. Ножки никак не крепятся, но в принципе это и ни к чему. Можно даже брать ее в какие-то походы. Соответственно, смотрите, ребят, как сделано. Подзольник. Спокойно убрал золу. Прямо вот таким коробком. Вот примерно, ребят, вот так будет выглядеть 35 и, скорее всего, еще где-то сантиметров 25. В общем, высота где-то 50 сантиметров будет у меня. В общем, на мой взгляд, выглядит неплохо. 37 сантиметров. Ну, в принципе, под гараж буду пилить. Ну, обрезки пойдут, брикеты, там вообще без разницы. Она также отапливается и на брикетах, и на углях, и на дровах, соответственно. Вот такое приобретение, друзья, в гараж. Будет стоять именно в гараже и отапливать, друзья, наши вечера в гараже. Чем-то будем ковыряться, что-то может будет тут готовить. Вот такой вариант я себе подобрал. Ну вот, ребят, такой небольшой обзор, конкретно показал, что да как есть. Если кому более подробно интересно, на магазин, интернет-магазин Градус Хаус я оставлю в описании. И, ребят, ссылку на скидку 500 рублей тоже оставляю. По этой ссылочке вы получите 500 рублей на любой товар, что имеется в интернет-магазине. Повторюсь, печка мини, ребят, у ребят есть стандарт, это в 2 раза больше печь. Соответственно, у кого-то какие-то задумки, стройки гаражей, там, кухон каких-то летних там и так далее. В общем, кто думает о приобретении печи, пожалуйста, ребят, ссылку оставляю, заходите, смотрите. На мой взгляд, сделано очень достойно, красиво, качественно. Идем обедать, ребят, и на лед. Сегодня погнали. Хорошая погода, друзья, такой небольшой ветерочек, солнце, весеннее, тепло. И вот так рядышком поставил палатку. После похода сыроватая была. Ну и так, чтобы продуло немножко, освежило. Вот так бывает. Ну, зимой, естественно, не всегда такие погоды. А вот летом, допустим, когда рыбачу, попадаю в дождь, потом приезжаю и, допустим, когда хорошая погода, просто во дворе ее ставлю и сушу вот так. Палатку надо сушить, ребята, потому что запах. Ну, короче, надо ухаживать все равно за вещами. Открыл двери, 2 окна. Пускай, друзья, сохнет. Влажноватенько немножко. Ну и летом, наверное, надо помыть вот этот внутренний слой. Керхером помоем с химией, освежим. Ну и к сезону уже будет готово. Меняю, ребят, ножи. Вот грязный лед отходили. Блин, великолепно. Реально крутые ножи. Ценник, конечно, тоже такой кусается. 610 рублей за комплект. Но, друзья, они того стоят.
все. Ладно, ребят, что, поехали? Поехали, прокатимся. За берег, друзья, еще больше стал. Если с утра приезжал, еще не так много воды было, то, короче, с каждым часом воды все больше и больше. Блин, глубоко. Это столько заплывать надо будет, нифига себе. Чуть неохота мне плавать тут. Понятно, что тут лед, друзья, тут бояться-то нечего, но воды просто до хрена, и уже он по сапог. А тут расстояние метров 10, больше, наверное. Блин, может где-то другой заезд найти. Потому что тут как раз вот самый разлив такой получился. Там вода уже тоже. Хреново. Хреново. Блин, глубоко уже. До хрена делов, друзья. Не пойду я здесь. Нафиг надо. Не то, что я здесь утону, я здесь не утону. Просто под самую гусянку воды будет. Да. Тут уже течение, друзья, смотрите. Хотел объехать, а здесь уже открыто. И вон там слышно, с трубы вода херачит. Ну и вон нафиг это занятие, друзья. Такая обстановка, братцы. Вот такая обстановка. Хотел здесь попробовать живца порыбачить. Пешком не зайти, уже свыше сапог. Бродь не одевать. Да ну, нафиг. Хотел заскочить, а вон тут уже, смотрю, течение открыто. Все. Сезон закончился, друзья. Ну, еще не закончился. Еще будет выход, но я имею в виду, собаку загоняю уже все во двор, в гараж. Достаю мотоцикл. С каждым часом, друзья, все больше и больше воды, потому что утром приезжал, там еще более-менее было, а приехал, уже, смотрю, весь берег затоплен. Ну, наверное, все, друзья. Вот такой сезон получился. Сезон, опять же, неудачный, я считаю. Первый ледок порадовал, как обычно, по щуке подвигались. Зимой что-то как-то бодался, пробовал, вот немножко лещей там порадовало. По налиму река не дала, ну, в общем, что-то как-то. Ну, в основном, конечно, рыбалки такие унылые. Унылые рыбалочки. Ну, от этого, друзья, ни горячо, ни холодно, как говорится. А рыбачить все равно постоянно будем. Постоянно, это уже в крови, это стихия. Всем спасибо, наверное, кто был в этом сезоне со мной, за поддержку. Очень приятно, друзья. Канал не бросаем, ведем. Хотя многие блогеры умотали, ушли. Сейчас тяжелые времена для всех. Ну, ролики постоянно, друзья, вылетают. Так что что-то будем снимать все равно. Впереди весна, ребята. Открытая вода. На этот сезон приготовил, опять же, кое-что интересное, кое-что новое. Все только самое интересное впереди, друзья. У нас около того 100 тысяч нарисовывается, ребят. Выйдем в стрим, отпразднуем. Все как полагается. Но я, ребят, не буду заскакивать. Можно было вон там попробовать. Но я говорю, с каждым часом все хуже и хуже. Так что вот как-то так получилось. Все, ребят, берегите себя. Увидимся на связи.
Я думаю, сильно не пропадем. Какие-то готовочки туда-сюда. Ну и будем готовиться уже к весне, друзья. Лодки, моторы, надо все подымать. Все готовы к сезону. Скоро все начнется. Все, братва, пока. Риск благородное дело, но уже нажиточно, уже здесь отложил в себе, ребят, что не стоит того. Так что все, братва, увидимся. Пока. Ну все. Для следующего сезона отвоевали.